А для тебя проще писать на русском языке или на татарском? Ну, я на русском думаю, потому что я все-таки в русскоязычной среде нахожусь по большей части. Вот. На татарском писать очень интересно, потому что там очень много простора для того, чтобы что-то там... Ну, очень прикольно сконструирован, в принципе, язык, и очень много чего можно придумать. И если какие-то... У нас, ну, вот бывает так, что Илья придумал какой-то минус, который очень не хочется грузить текстом. На русском я пишу более тяжеловесные тексты, потому что, ну, видимо, из-за того, что более изощренная, в принципе, литература русская, и читатель тоже более, ну, у него такое больше требований. И там начинаешь ковырять, там куда-то углубляться. А на татарском как-то хочется писать, ну, наоборот, проще, такое более какое-то считалочно-частушечном каком-то таком стиле, вот. Мне кажется, татарский очень мелодичный. Или это в твоих руках он такой мелодичный получается? В моих губах. А, Татарский чудесный. Я немножко его не могу воспринимать совсем со стороны, потому что я все-таки, ну, татарка. Но мне как бы Бог дал возможность немножко со стороны его смотреть и видеть, какой он офигенный, при этом все понимая еще и изнутри. Ну, как-то вот так вот. И ну, как бы про мелодичность русского русский человек не может сказать, потому что он использует этот язык как инструмент. Я про татарский также вот не могу сказать, как он звучит, но как он метафоричен, как классно там. Там есть слова, которые не перевести на русский. И я вот Илье, например, мы разговариваем, они мне иногда вылезают, потому что я не знаю, как по-русски сказать. Потому что это вот такое классное слово, но вот, блин, его не переведешь вот так вот. Особенно в деревенской культуре, вот там пацаны, это татарский мат даже, как они там все вот общаются, это так, ну, в детишке, когда говорят на чисто татарском языке, ты как будто слушаешь стихи, то есть они настолько классно сочетаются между собой слова, и